Калибин дургунмасы, яралар yol разгелмелерден, канын кайбелмеси, ковид, будил хепсинии гечерерлер докторлар, анестезиолог, реаниматологлар. Дöndürme yaşamaya hem fayda getirme bu yönümleniyet. Ангысына görä çadırlunga yaşayını Иван Кывыржык яшер. Ангысы işler анестезиолог, реаниматолог, hızlı медик больницасында Кишневда. Анестезиолог — это человек, который тебе делает что-то, ты засыпаешь, и кто-то проводит операцию, потом ты просыпаешься. Это очень ошибочное мнение, потому что, в принципе, анестезия — это вмешивание в механизмы работы организма. Анестезиолог-реаниматолог bu zanat yeni yönümlü döneda. Ben kurtarırım insanların yaşamalarını. Her bir minuta bize pahalı. Жизнь пациента. И без которого на настоящий день ни одна современная хирургия не может работать. Потому что кроме того, что человек засыпает, но это одна из типов анестезии, которая может быть. Анестезиолог поддерживает все функции сердца, кишечника, печени, обезболивает пациента. И хорошая анестезия, качественная анестезия, потому что есть и такое понятие, как анестезия по современнейшим стандартам, это очень тяжелый труд, от которого в равной степени от анестезии зависит исход любой операции. Medikler koyarlar bütün küvedini ki insan olsun sağlıklı. Иван Кывыржык kendi zanatından karya paylar Zebra Show komediyasında. Nerede aktör gibi oynar. Я этим начал заниматься еще с 3-го курса медицины, то есть это в 2007 году, это уже очень давно. После того, где-то я был на 5-м и на 6-м курсе, и мы с нашим коллективом решили вот организовать вот такой комеди-шоу, которое сначала выступало на сцене, у нас были концерты каждый месяц. Ben sayarım hani lazım yapma bir şey zanatından karya. Sevilmelik bu da ta bir benim hobi. Ben öyle dinlerim. Потому что, в конце концов, любой актер от своей профессии получает удовольствие, как и от медицины. И вот эта вещь, которая помимо медицины мне приносит удовольствие, делать эти вещи, пытаться брать на себя какую-то роль и это как провокация, попытаться ее сыграть хорошо, потому что это же интересно. И в том числе, это же, кроме как медицина приносит положительные эмоции, это излечение пациента, так и юмор же, он приносит положительные эмоции людям, другим. Поэтому это в своем роде юмор, он же тоже как медицина. С другой стороны, но все равно медицина. Doktor-anesteziolog-reanimatolog bir de keret güçenmedi kendi yaşamasında. Hani o ayırdı bu zanatını. На мое решение повлияла моя тетя. Когда заканчивал школу, среднюю школу в селе, где я учился, у меня было две профессии на выбор. Тогда было очень модно быть программистом, айтишником. И вторая была медицина, то есть я думал. И я спросил у своей тети, она была директором в детском садике, очень опытная женщина с 2 высшими образованиями. Benim kararımı belirtti benim lelum. O iki yüksek kurumu bitirdi. Söyledi bana hani bu zanat yeni yönümlüğüm lazımdı. Söyledi hani ben pişman olmayacağım. Который будет востребованнее тебя. А врач с возрастом, он становится более опытнее, более востребованный из-за того, что он как специалист растет всегда с возрастом. И несмотря на что, ты будешь работать, пока не умрешь. Вот так врачи работают, пока не умрут у нас в стране, потому что это профессия, которая с тобой будет по жизни. И я сказал, что да, скорее всего, медицина это мое. Как выбрал анестезиолога? Очень просто. Я хотел ходить в хирургическом костюме, но не быть хирургом. И вот анестезия — это как раз профессия, когда ты ходишь постоянно в хирургическом костюме, но ты не хирург. 7 yıldan ziyade Иван Кывыржык ilaççılar hastayın sınarı. Irina Karaman, Grigori Stavilov, Alexey Gerchon, GRT Haberler.